Здравствуйте. Как меня слышно? Здравствуйте. Отлично слышно, отлично видно, иногда подвисаешь. Ага, понял. Я нахожусь в деревне, поэтому у меня с сетью, возможно, будут проблемы. Ляля Рифмировна, рад вас видеть. Как прошла ваша рабочая поездка в Мелеузовский район? Прошла продуктивно. Мы пообщались с новым руководством сетеводческого комплекса «Урал». Нашли студентов уже в этом году, которые готовы пойти на работу. Ну, соответственно, будем выстраивать работу по долгосрочному сотрудничеству уже с комплексом «Урал» и Аграрный университет, Мелеузовский колледж. Так Мгм. что в целом, я думаю, что сдвиги есть. Ляля Рифмировна, а вот правильно ли я понимаю, вот ваши рабочие поездки в районы, они также охватывают молодежь, которая работает, трудится в данном районе в качестве молодого специалиста или который является грантополучателем от государства? Ну, безусловно, прежде всего, это общение с молодежью, то есть с теми ребятами, кто уже сегодня работает в сельской местности, чтобы понять, в каких программах они участвуют, какая поддержка требуется, какие вообще планы у них на дальнейшее свое развитие. Ну и, безусловно, это общение со студентами колледжей, именно аграрных колледжей, с тем, чтобы, ну, немножко, скажем так, замотивировать их уже непосредственно на месте, чтобы показать какие-то примеры, наверное, успешных предприятий, чтобы поговорить, вот, скажем, тет-а-тет, без руководства университета, без руководства колледжа, чтобы узнать, какие проблемы, какие интересы у ребят, Мгм. какие желания вообще, что нравится, что не нравится. Потому что, ну, такие моменты общения, они, наверное, дороже, ценнее, чем вот такие официальные встречи. Ага, понял. Я напомню, к нам просто вот люди добавляются, заходят в прямой эфир. На данный момент 20 человек. Я напомню нашим зрителям, сегодня тема нашего прямого эфира называется 500К, то есть 500 тысяч рублей в АПК-РВ, в агропромышленном комплексе Республики Башкортостан. Как получить и как воспользоваться? На этой встрече мы разберем вопросы, касающиеся данной поддержки. И сегодня с нами на связи заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ляля Рифмировна Давлетбаева. Всем 19, добрый день. да, здравствуйте еще раз. Вот 19 мая на сайте нашего регионального Минсельхоза Республики Башкортостан появилась информация о том, что увеличили данную поддержку для выпускников специальных учебных заведений от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. В этот же вечер, буквально в краткой переписке с Лялей Рифмировной, было принято решение выйти в прямой эфир и более подробно рассказать, как это действует, как это работает и как возможно стать счастливчиком, обладателем данной поддержки. Ляля Рифмировна, от вас хотели бы узнать, что за такая программа от государства, которая помогает нам, молодежи, студентам. Расскажите, пожалуйста. Немножко пропал, я так понимаю, нужно рассказать о том, как получить эту господдержку. Да, то есть сначала про саму госпрограмму, для чего, что способствует, и уже Мгм. Хорошо. потихоньку перейдем более к деталям, как получить, какие документы необходимы, какие есть условия для Ну, этого. немножко, да, я, наверное, расскажу историю. То есть вообще такое направление господдержки, оно работает у нас с 2009 года, оно утверждено у нас указом еще президента Республики Башкортостан. Но изначально сумма начиналась от 60 тысяч и, если мне память не изменяет, 100 тысяч рублей для выпускников колледжей и, соответственно, выпускников университета, аграрного университета. Мгм. Кроме того, были ежемесячные надбавки к заработной плате, там около 3 и 7 тысяч рублей в течение года. Но за этот период около 2000 специалистов получили, соответственно, господдержку и сегодня работают на предприятиях АПК. Но с течением времени стали понимать, что, ну, во-первых, и инфляция, и цены растут там, да, у нас, и, скажем, тот объем материальных благ, которые можно было приобрести на 60 тысяч, естественно, сейчас уже не вписывается в рыночные условия. И замотивировать, наверное, молодого специалиста, который уже на студенческой скамье, вот, скажем, ну, умеет зарабатывать, достаточно сложно такими суммами. Поэтому Ради Фаридович поддержал как бы предложение об увеличении суммы государственной поддержки с 300 вообще до 500 тысяч рублей. На сегодняшний день, буквально вот, как ты озвучила, Ильнур, на днях Ради Фаридович принял решение о том, что выпускникам
выпускникам колледжа тоже будут увеличен объем господдержки, поэтому мы сейчас говорим смело, что студент, который заканчивает аграрный университет, либо заканчивает среднее профессиональное образовательное учреждение, и который работает уже в отрасли АПК, получает 500 тысяч, независимо от уровня образования, который он имеет на сегодняшний день. Но в целом хочу сказать, что поддержка достаточно востребована. И мы сейчас вынашиваем идею, небольшой секрет, наверное, раскрою, что все-таки постараться увеличить эту сумму еще немножко для наших молодых специалистов, наряду с теми же врачами. Да, Ильнур? Можно вот сразу такой вопрос. Вот нас сейчас смотрит порядка 10-15 человек, это студенты аграрного университета в том числе. И вот меня и таких, как и у них, возникает вопрос, вот так прям волнует, а нам, студентам аграрного университета, планируется ли увеличение как выпускнику, вот, увеличение данной господдержку? Вот если я не ошибаюсь, это было 500 тысяч рублей, вот, то, что сегодня, да, а вот в будущем планируется ли именно для студентов? Ну, смотрите, 500 тысяч рублей было да, 500 тысяч рублей было для студентов высших учебных заведений, 300 было для студентов колледжей. Но давай честно будем говорить, что сегодня студент аграрного университета, ну, затащить куда-то в сельскую местность достаточно тяжело, потому что это, ну, уже, я говорю, вы там, да, потому что вы видели уже другую жизнь, вы как бы приросли, наверное, к городу уже, да, и, ну, и немножко уровень подготовки, скажем, университетских ребят, это уровень как бы более высших управленцев, поэтому у нас сегодня огромный дефицит, я честно скажу вам, огромный дефицит именно ребят, руководителей среднего звена, то есть начальник цеха, начальник смены, там, да, то есть это те студенты, по сути, которые выходят сегодня из колледжей. Поэтому с тем, чтобы замотивировать, чтобы они не уехали, например, на север работать обычной работягой, там, да, на нефтяную вышку, скважину и там вкалывать минус 40, но зарабатывать какие-то деньги, было все-таки принято решение, чтобы эту господдержку уравнять. Будет ли увеличение именно только студентам университета, я, наверное, сейчас скажу, что нет, потому что мы все-таки для нас ценны как студент университета, так и студент колледжа, потому что это, ну, по сути, вы закрываете, скажем, университетские студенты закрывают более высокий управленческий блок, это стратегическое развитие предприятий, там, да, это какие-то перспективные направления отрасли, а студенты колледжа, он направлен именно на выполнение технологических циклов, то есть как правильно организовать, чтобы выстроить эффективную стратегию, ну, примерно вот так вот. То есть для нас равноценны и равнозначны оба вида образования. А вот на ваш взгляд, это не приведет ли, например, там, оттоку школьников, выпускников школ, наоборот, больше в колледже, нежели чем в университет? Я не думаю. Я думаю, что вот за последние, вот, кстати, 5 лет мы смотрели динамику, она перекосов либо в сторону, например, колледжа, либо перекосов в университеты нету. Здесь же в университете не сколько, наверное, господдержка влияет, а поступление, а именно наличие бюджетных мест. То есть основная масса у нас детей из сельской местности, это, скажем, поселки, деревни, там отдаленные, да, естественно, вопрос встает о том, учиться бесплатно, либо в колледже, либо в университете, плюс возможность там, ну, проезда до этого же университета, либо колледжа. Я думаю, что здесь перекоса не будет. Я тоже считаю, что это абсолютно справедливо, потому что и студентов аграрного университета стипендия значительно выше, ну, в порядке, но если хорошо успевать, активничать, то до 20 тысяч рублей в месяц можно получать. Когда как студент колледжа, вот не знаю, вот по моему общению, вот они могут максимум получить 3000 рублей. То есть, мне кажется... Ну, совершенно верно, да. Да, то есть, мне кажется, это абсолютно справедливое решение такое было. Хорошо, а вот кому обратиться все же, чтобы получить данную поддержку? Какие документы вот необходимы? Вот, можно, пожалуйста, по шагам? Ну, во-первых, хочу сказать, что молодой специалист, то есть это господдержку у нас получает не студент, а выпускник университета, либо выпускник колледжа, который закончил не ранее 2016 года очную форму обучения. То есть, по сути, выпускники этого года, там, следующего и так далее, они попадают все под данное направление. Документы подает не молодой специалист, а документы подает организация на своего молодого специалиста. То есть, что касается, если вот ребят, которые сейчас слушают,
не видит нас там, да, ваша задача основная, скажем, ну, как перечень требований, это стаж работы не менее 6 месяцев, то есть вы по истечении 6 месяцев отработав в сельхозпредприятии, приходите в отдел кадров и говорите: я у вас работаю полгода, подавайте меня, пожалуйста, на господдержку. Предприятие формирует пакет документов, то есть для ребят обязательно наличие военного билета, либо там, что у вас там, у ребят там, если отсрочка от армии, это прописывается там, да, в военном билете, то есть военный билет обязательно должен быть для ребят. Стаж работы не менее 6 месяцев, это подтверждается справкой с предприятия. Копия трудовой книжки, она тоже дается на предприятии. Ну и, по сути, все, остальные пакет документов формирует само предприятие. Это отсутствие задолженности, прежде всего, у предприятия перед бюджетом. Если у предприятия сегодня есть хоть копейка задолженности, это требование ко всем видам господдержки, соответственно, до момента погашения мы эту господдержку молодому специалисту дать не можем. Сумма поступает на предприятие, это порядка 750 тысяч, то есть мы еще оплачиваем предприятию налоги, соответственно, сельхозорганизация перечисляет в бюджет налог за вас, и на расчетный счет, ваш наличный счет карточный, уже перечисляется чистая сумма 500 тысяч. Понял. А вот это 500 тысяч рублей, они даются целиком или как-то вот распределяется вот по месяцам, там идет как надбавка к зарплате? Она дается целиком, сразу садится на карточный счет, соответственно, и тратится она уже на усмотрение молодого специалиста. Единственное, я хотела отметить, что возникает обязательство у молодого специалиста, это отработать в отрасли не менее 5 лет, и у организации возникает обязательство по уровню заработной платы. То есть, соответственно, организация должна обеспечить уровень заработной платы у молодого специалиста не ниже индикатора госпрограммы, это мы прописываем в соглашении на 2020 год, это 23 600 рублей, не ниже. Понял. А вот все ли могут направления получить данную поддержку? Например, у нас в аграрном университете есть также ФПС, да, факультет природопользования и строительства. Там в основном у нас строители, землеустроители. Вот, могут ли вот выпускники вот, ФПС получить, например, данную поддержку? Или только... Нет, смотрите, то есть мы же говорим даже, когда вот с университетом, с аграрным как бы мониторим и трудоустройство, то есть сельхозспециальности, да, есть не сельхозспециальности, то есть это вот как раз строители, это там, не знаю, там лесники и так далее. То есть наша задача именно привлечь специалистов в отрасль агропромышленного комплекса. Поэтому здесь у нас в порядках тоже четко прописаны сельхозспециальности, направление подготовки и направление бакалавров и направление подготовки магистров. Если время позволяет, я пройдусь, да. Что касается специальности, значит, на господдержку могут претендовать следующие специальности. Это агрономия, электрификация, автоматизация сельского хозяйства. Возможно, я направление говорю уже устаревшие, там они у вас каждый год меняются, но примерно, наверное, понимаете, да, о чем. Зоотехния, ветеринария, механизация, автомобили, автомобильное хозяйство, бухгалтерский учет, анализ, аудит, экономика, управление на предприятиях. Что касается бакалавриата, это агрономия, агрохимия, агропочвоведение, садоводство, водные биоресурсы, аквакультура, зоотехния, технологии производства и переработки сельхозпродукции, продукты питания из растительного и животного сырья, агроинженера, эксплуатация транспорта, технологических машин, экономика. И по магистрам это агрономия, продукты питания из растительного и животного происхождения, агроинженеры, зоотехники и экономисты. Леонид Шмировна, вот я, например, закончил направление агрохимии и агропочвоведения. Да? Я, грубо говоря, я почвовед. Если я приду в хозяйство работать в качестве агронома, будет ли мне касаться данная поддержка? То есть, вроде... Безусловно, при условии, если ты отработаешь 6 месяцев, предоставишь военный билет, то господдержка, здесь как бы ограничений нет. То есть надо понимать, что это не грантовая программа, это там не тот, кто лучше получит. Ну, скажем, получают все те, кто соответствует вот указанным требованиям. Военный билет 6 месяцев, не старше 35 лет, очная форма обучения. То есть это... количество выпускников или количество людей, которым распространяется данная поддержка, это не ограничено.
Или конкурсная? Не Ага, ограничено. все. Ну, как сказать, у нас, конечно, сумма, она ограниченная, у нас защищенный бюджет, он есть, а ограниченная сумма у нас выделяется. Это у нас из расчета вот наших сумм, это 70 человек с высшим образованием, 70 человек со среднепрофессиональным образованием. Как правило, откуда эта цифра возникает, как правило, ну, средняя годовая такая численность, дальше которой мы ежегодно не уходим. То есть мы в пределы нашего бюджета вписываемся. Если будет потребность больше, соответственно, мы будем инициировать уже увеличение выделенных лимитов на данное направление. Мгм. Вопрос. Вот есть ли возможность получить поддержку без трудового стажа, если, например, я студент второго курса, да, и вот как-то вот работаю, что ли, вот помогаю дистанционно, но при этом устроился им в хозяйстве на работу, так сказать, на работу, и работаю их консультирую дистанционно. Ну, то есть есть же такое, то, что вот консультирование вот по агрономическим вопросам, например. То есть он учится и параллельно как бы подрабатывает Да, консультантом. да, да, да. Здесь в порядке четко прописано, что студент, имеющий очную форму обучения, потому что в копии документов предлагается копия диплома о высшем Ага. образовании или среднепрофессиональном образовании. Вот, поэтому и отработавший, соответственно, 6 месяцев в соответствии с трудовым договором. Копию трудового договора это подтверждает, соответственно. Здесь я вопрос вижу. Да, да, да. Давайте я прочту. Вот как раз это студентка аграрного университета спрашивает, я знаю ее, это Маргарита Деникеева, может ли на эту программу претендовать молодой специалист со своим малым бизнесом в сфере АПК? Спасибо за вопрос. Вопрос сейчас распространенный. Ребят, я не знаю, как разочарую или, может быть, дам другую надежду. Если вы являетесь главой КФХ или индивидуальным предпринимателем, который зарегистрирован как сельхозтоваропроизводитель, главой КФХ, вы эту господдержку получать не можете как руководитель. Вы сами у себя же не можете трудоустроиться, правильно? Но, с другой стороны, у нас для развития малого бизнеса сегодня есть достаточно много грантовых программ. То есть вот для нынешних студентов, будущих глав КФХ, хочу сказать, что у нас есть грантовая поддержка, называется она «Начинающий фермер», и в рамках нацпроекта это агростартапы. Там сумма государственной поддержки у нас по разным направлениям до 5 миллионов. Это молочное, мясное скотоводство, ну и 3 миллиона – это на иные направления. Для того, чтобы участвовать в агростартапе, не нужно быть главой КФХ, как для начинающего фермера, для региональной программы, да, достаточно быть там, иметь желание стать фермером, но в случае получения гранта вы, соответственно, обязуетесь в течение полугода зарегистрировать свое фермерское хозяйство. Следующая программа, соответственно, уже дальше у нас есть семейные животноводческие фермы, там сумма гранта до 10 миллионов, то есть, и дальше уже по мере развития это сельхозпотребкооперативы до 30 миллионов. Поэтому я думаю, что на агростартап вполне реально можно заявиться, создать свое как бы, фермерское хозяйство, развиваться по своему направлению, защитить. Для того, чтобы получить этот грант, соответственно, нужно пройти достаточно серьезный конкурсный отбор, написать бизнес-план, ну и выходить на защиту. Ну, вот хочу сказать, что в этом году у нас на агростартап подали уже на сегодняшний день документы 456 человек, которые хотят стать фермерами. Ну, исходя из статистики, это порядка 80 человек на одно место. То есть конкурс достаточно серьезный. Да. Вот здесь много ли заявок на получение господдержки? Вот мне кажется, вот так как раз-таки ответили только что, вот спрашивали. Вот вопрос у меня все же есть еще. Вот может ли получить студент поддержку как начинающий специалист, если он обучается по целевому направлению? То есть у нас есть ребята, которые обучаются целевики. Вот, их отправляют, чтобы отучились вот они. То есть студент, который идет по целевому обучению, если трудоустраивается в сельхозпредприятие, то у нас здесь нет ограничений по целевому, вы учились не по целевому, там, да, на коммерции ли вы учились, то есть абсолютно для нас не интересно, для нас интересен тот момент, что вы после обучения пришли работать в отрасль, отработали 6 месяцев, и независимо от того, целевик вы не целевик, то есть в любом случае, вы, если соответствуете требованиям, вы получаете господдержку в 500 тысяч.
Мгм. Я еще хочу сказать, что, ну, кроме этой господдержки, вот с этого года же у нас есть новая программа, это комплексное развитие сельских территорий, тоже на будущее, кто будет работать в отрасли. Там есть у нас направление государственной поддержки, это предоставление жилья в сельской местности. То есть за счет государства возможно приобретение или строительство жилья в сельской местности, компенсируется порядка до 70% затрат. Для этого нужно быть, ну, стоять в очереди как нуждающийся. То есть банальный пример, у нас очень много предприятий, например, ребят с Хайбулинского, там, с Баймакского, с других, с Ермикеевского района, которые работают сегодня в группе компании «Таврос», которая расположена у нас в Благоваре. Соответственно, они после университета уехали на это предприятие, предприятием снимают жилье, сами они прописаны абсолютно в другом районе, то есть они уже как бы являются претендентами на получение этой господдержки в рамках данной программы, но единственный минус, что если ты один, соответственно, квадратура у тебя будет меньше, там, да, которая субсидируется. Если у тебя семья уже из 3 человек, соответственно, квадратура рассчитывается исходя из 3 человек. Плюс у нас есть еще в этой же программе такое понятие, как сельская ипотека. Наверное, многие слышали. Компенсация, Интересно было бы узнать, да, даже. вот этой, да, коммерческой ставки кредита, ипотеки, вернее, за счет федерального республиканского бюджета. Здесь тоже ограничений нет, то есть 3% на строительство, приобретение жилья в сельской местности, ипотека составляет 3%. Сейчас, минутку. И еще один момент, понятие было, наверное, такое, что 0,1%, мы говорили о том, что вот республиканская часть ипотеки будет компенсироваться до 0,1%. Сейчас этот вопрос обсуждается, то есть вот под 0,1% ипотеки возможно будет получить тем, кто работает в АПК. То есть 3% это абсолютно для всех. Я, например, живу в городе, захотела переехать в деревню, пошла в банк, взяла ипотеку по 3% и купила себе дом в сельской местности. А если же я работаю в АПК, то я смогу претендовать на ипотеку в 0,1%. Этот вопрос сейчас обсуждается, нормативные документы тоже вот сейчас рассматриваются они. Вот мы планируем, что, ну дай бог, мы найдем ресурсы и сможем осуществить данную меру господдержки. Ну и для работодателей есть тоже такой механизм сейчас в рамках комплексной программы. То есть студенты, которые приходят на практику, и многие же оплачиваемые сегодня практика, вот эти для студентов высших образовательных учреждений, в частности подведомственных Минсельхозу России, в данном случае это студенты Башкирского государственного аграрного университета, получая зарплату на практике, вот эту часть затрат мы компенсируем работодателю. Здесь компенсируется до 90% затрат. Так что здесь тоже как бы, ну, поддержка, понятно, что не студенту идет, но стимулирует предприятие оплачивать практику вам. Ага, понял. А вот, Лилия Ефимовна, вот пока не забыла свой вопрос, который тоже возник, когда вы начали говорить про ипотеку, да, на строительство жилья. А вот если, например, у меня семья, ну, то есть, несмотря на молодой возраст, ну, встречаются и такие ребята, которые преуспели, несмотря на молодой возраст, у него семья, например, многодетная. А вот в его случае есть ли какие-то особенные, какие-то послабления, может быть? Безусловно, есть. То есть в комплексной программе развития сельских территорий понятно, что уже есть очередность. Она сохранилась еще с прежней программы устойчивого развития сельских территорий. Здесь отдается приоритет именно работнику АПК, именно многодетному. Ну, на примере прям скажу. Например, у нас там будет стоять в очереди врач с семьей из 3 человек, муж, жена и ребенок, да, и тут приезжает в хозяйство многодетный папа, который работает там в сельхозпредприятии, соответственно, он получает право на внеочередную оплату вот, субсидий данной. Классно. Вопрос еще у него, да? Да, вот здесь вопрос возник. Какая должна быть должность, то есть руководящая или нет? То есть, когда ты приходишь в хозяйство, у тебя должна ли обязательно быть руководящая должность, чтобы получить данную поддержку? Ну, смотрите, это не прописано у нас в порядках, да, естественно, что не руководитель предприятия. То есть ты директором сам на себя не можешь быть, сам на себя не можешь подать документы, соответственно, это так же, как мы сейчас рассматривали, что быть главой КФХ. Ты можешь быть замдиректора, ты можешь быть главным инженером, главным агрономом, то есть здесь ограничений нет по должности, кроме как руководитель.
Вот люди добавляются, я еще раз продублирую нашу тему. Друзья, у нас тема сегодня заявлена, как получить 500 тысяч рублей, 500 000 рублей студенту, выпускнику аграрного университета, либо колледжа, техникума, как воспользоваться и, собственно говоря, как получить. Хорошо, спасибо. А вот можно ли что вот намерен завершить трудовую, вернулся, то есть получил господдержку, да, но по каким-то обстоятельствам ты намереваешься завершить трудовую деятельность, то в этом случае обратно придется же возвращать. Так же, я правильно же понял? Безусловно, Илюр, у нас есть ограничения, то есть я говорила, да, что при Да-да. получении господдержки у нас возникает у молодого специалиста обязанность это отработать не менее 5 лет, а у сельхозпредприятий, соответственно, не снижать уровень зарплаты. Что касается молодого специалиста, если он до истечения 5 лет уходит из отрасли, вообще увольняется и переходит, например, работать там на север, я не знаю, там в строительство, ему придется возвращать вот эту сумму в 500 тысяч. Если молодой специалист уволился с одного сельхозпредприятия, с одного района и переехал, например, в другое сельхозпредприятие, другой район, то в этом случае он господдержку не теряет, не возвращает. Здесь идет только чисто юридический механизм перезаключения соглашений. Просто хозяйство меняется и все. Понятно. Да. Вот здесь Зарина Гафарова. Зарина, она у нас проходила практику в Германии, как раз вот спрашивает, скажите, пожалуйста, до какого действует данное предложение, то есть до какого числа действует вот эта вот господдержка, или это не ограничено, в любое время можно обратиться? Смотрите, у нас господдержка, скажем, ну, до какого года, я не знаю, там числа, она, слава богу, у нас есть, то есть у нас бюджет защищенный до 2022 года. Данное направление государственной поддержки у нас сохраняется. Здесь мы 4 раза в год объявляем прием документов. Почему 4 раза в год? То есть 1 раз в квартал. Январь, первый, второй квартал, это, как правило, ребята, которые закончили предыдущий год, и, соответственно, 6 месяцев прошло с момента их трудоустройства. Это те, кто вернулись там с армии, да, это кто где-то погулял и вдруг решил все-таки пойду в АПК работать. Мы первый транш уже отдали. Это был у нас прием документов первого квартала. Сейчас с 15 июня мы начинаем прием документов на второй транш, соответственно. Дальше это будет осень, прием документов, ну и, соответственно, там ближе к концу года, где-то в ноябре, мы еще раз будем объявлять прием документов. То есть в год у нас 4 раза идет прием документов. Лера Ефимовна, вот я, например, проходил практику после третьего курса и после четвертого курса, если сложить общее вот это время прохождения практики, если она занимает, ну, то есть соответствует критериям, допустим, 6 месяцев, да, то есть 6 месяцев я отработал на практике в одном хозяйстве, но только разные годы, то в этом случае могу ли я все же вот как-то вот попробовать? Зачтется или это в стаж, имеете в виду, да? То есть, смотрите, стаж считается от момента окончания университета Ага, все. или образовательное учреждение. Все. Вот здесь Ангелина Барзыкина задает вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Если я как ветеринар поеду в район и буду работать в районной ветеринарной станции, получу ли я господдержку, считается это АПК? Мне кажется, безусловно, да. Господдержку вы не получите, потому что вы относитесь к бюджетной сфере. Районная ветеринарная станция – это система управления ветеринарией, которая считается бюджетной сферой, поэтому это не отрасль АПК. К сожалению, у нас именно ветврачи, которые работают на сельхозпредприятиях, они господдержку получают. Ветврачи, которые работают на райветстанциях и финансируются из бюджета республики, они господдержку не получают. Все понятно. Друзья, если у вас есть еще вопросы, вот Чунавалова Виолетта спрашивает, можно ли уточнить, если студент учится на зоотехнии по направлению кинологии, он уже ее получит, не может. То есть, если ты учишься по направлению кинология это когда вроде бы помогаешь собаке,
Но мне кажется, сегодня в хозяйствах нет такой потребности, чтобы собак разводить, еще что-либо. Мне кажется, в этом случае уже нет, не получится. Нет, безусловно, нет. Зоотехния, это если, ну, и насколько я помню, из того, когда мы учились, это в основном пчеловодческие группы были, зоотехники, там, да, чисто специализация, то, безусловно, да, эти ребята могут претендовать на господдержку. Если это такие городские специальности, то нет. Мгм, мгм. Понятно. Вот еще вот пользуясь случаем, вот много выходило, вот когда статью читал, была информация о том, что есть актуальные вакансии. Вот в какой именно вот подотрасли наблюдается наибольший дефицит? Куда вот сейчас, вот если студенты вот все же решатся пойти на практику, куда им лучше, в какую область идти лучше? Ну, понятно то, что Ну, вот... если говорить о том, что на практику, Мгм. оплачиваемую практику, да, можно сейчас. У нас постоянно огромная потребность в механизаторах, это сейчас на посеве, на уборке это у нас комбайнеры, безусловно, востребованы, это водители на вывозке зерна, на вывозке удобрений, это у нас работники животноводства, это у нас ветеринарные врачи, есть потребность в экономистах. То есть сегодня, вот кто сегодня, например, решил, сказал, все, хочу идти на практику, безусловно, вам найдем и место оплачиваемой практики, да, и подберем условия, соответственно, чтобы они были достойные. Если говорить о том, что действительно уже задумываться о трудоустройстве, то, ну, из таких крупных предприятий, кто готов работать с молодежью, готов обучать, это у нас есть Эконива, филиал, скажем так, Эконива, Северная Нива, Башкирия, Ермекеевский, Белебеевские районы, которые сегодня с удовольствием принимают молодежь к себе на предприятие, обучают их, и буквально за 2-3 года из, скажем, студентов вчерашнего вы становитесь достаточно серьезным управленцем среднего звена. Хороший социальный пакет, хорошая зарплата. И вот даже сегодня у нас по Белебеевскому колледжу основная масса студентов Белебеевского колледжа уходит именно на Северную Ниву Башкирии. Ребята уже за год, многие ребята купили машины, то есть достаточно серьезные компании. Вторая компания, кто работает со студентами, и, кстати, Ильнур, ты тоже эти примеры знаешь, это группа компаний Таврос, туда не то, что там уходят студентами, там Да. уходят семьями уже теперь, да, и, соответственно, вот у меня, говорю, несколько случаев уже есть, я всегда это рассказываю, у нас ребята, которые работают в Тавросе, они на 3-м курсе уходили на практику, на 4-м они уже в конце 4-го поженились и на семью получили 1 миллион господдержки, построили дом и припеваючи живут, и в город не хотят ехать. Дальше это у нас новый проект, скажем, ну, старый новый мы его называем, это бывший Мажит Агафури Индюшкин, сегодня это пятиставочный комплекс «Урал», сегодня он тоже, вот на сегодняшний день запустил все 12 производственных площадок, комплекс работает, огромная потребность в молодых перспективных ребятах, достаточно интересная тоже работа, тоже есть потребность, тоже обучение, рост. Дальше это группа компаний «Русское зерно», тоже развивающаяся компания, Белебеевский молзавод. Ну, то есть достаточно много серьезных, интересных проектов, которые, в принципе, позволяют вам не только там получать зарплату, но и самое главное, что есть возможность расти в этих компаниях и занимать достаточно интересные, серьезные должности. А вот здесь Кабирова Алсу, моя знакомая, задает вопрос как раз. Добрый день. Есть ли возможность взять сельскую ипотеку на строительство дома в Уфимском районе? Ага. То есть поближе к столице, то есть. Безусловно, есть. То есть, смотрите, ну, решение, соответственно, принимает, конечно, банк. Как идет компенсация по сельской ипотеке, государство компенсирует эту разницу между коммерческой ставкой и, скажем, льготной ставкой банку. Поэтому банк вам выдает льготный кредит по 3% годовых. Банковские, ну, что как требования, когда вы ипотеку принимаете, конечно, это банковские требования. Ну, я думаю, что здесь ограничений нету особо. Ну, надо хорошего мужа найти, Алсу, хороших чтобы тебе не брать слов. эту Да. ипотеку. По сути, то есть на сегодняшний день, да, возможности такие есть. Мгм. И можно Ангелина, и в Уфимском районе, и в Жуково можно дом взять, и где-то и в Локотках можно дом купить. Поэтому здесь ограничений по территории, если ты имела в виду, то здесь такого нет. мгм. Спрашивать еще раз Ангелина Барзыкина, прям активно задает вопросы. Если студент уже работал где-то не по специальности, у него есть трудовая, он тоже, как и все, может претендовать на поддержку в размере 500 тысяч рублей.
Если студент работал в ВПК, то может претендовать. Если он не работал в ВПК, то претендовать он не может. Мгм. Я хочу пояснить, почему мы требуем этот стаж. Ну, вот придя в отрасль, да, то есть я думаю, что за полгода можно понять, ваше это или не ваше. Если это ваше, то, соответственно, у нас есть гарантия, что вы останетесь работать в отрасли, и вам не придется возвращать 500 тысяч. За 6 месяцев, наверное, ну, я считаю, что достаточно взрослый человек уже может определиться, в каком направлении ему двигаться. То есть это, по сути, вот этот период адаптации для молодого специалиста с тем, чтобы уже принять для себя окончательное решение. Классно, классно. Вот здесь я сейчас еще вот боюсь не пропустить ваши вопросы. Вот по-быстрому пролистаю. Возможно, чей-то вопрос я пропустил. Так, это спросили. Так, спросили. Это спросили. Так, вопросы. Вроде бы ничей вопрос не пропустили. Хорошо. Вот действительно, вот если смотреть, да, вот сегодня ситуация в связи вот с этими, с ограничительными мерами, она сложная. Хорошо, я хорошо понимаю студентов в это время, в летний период, для них это хорошая возможность где-то подработать в черте города, в городе, и большинство такую возможность студентам дает вот какой-то вот, ну, бизнес именно, который кафе занимается или ресторанным делом. Но, друзья, вы сами понимаете, что у бизнеса сейчас ну, непростая ситуация, поэтому я в связи с этим вас призываю, так сказать, вернуться в село, пройти нормальную, достойную практику и при этом сразу выстрелить сразу двух зайцев. Первое – это пройти практику, да, по учебе, и второе – подзаработать на карманные деньги. В Инстаграме я обещал ребятам, ну, подписчикам, так сказать, объяснить свой выбор, почему я решил вернуться в село. Действительно, многие задавали, как так, Ильнур, ты же активист, почему ты сейчас находишься где-то в предприятии в Стерлитамакском районе, проходишь практику. Почему я решил, вот все же объясню причину, и я благодарен в этом решении. Мне помог мой декан, мой научный руководитель Игиз Галямович Асылбаев. Так вот, 4 причины я выделил и готов их озвучить. Первое, то, что в сельском хозяйстве всегда есть рабочие места. Второе, в основном все сельхозпредприятия в нашей республике получают государственную поддержку на проведение каких-либо полевых, весенне-полевых работ, потом для уборочной компании, также для получения каких-то субсидий для химудобрений и так далее. То есть я хочу сказать то, что вот у сельского хозяйства сейчас деньги есть, у предприятий деньги есть. И третья вот причина, вот в кризисные годы, в 2008 году, в 13-х, 14-х, возможно, я где-то ошибаюсь, сельское хозяйство – единственная отрасль, которая показала положительный, позитивный рост, то есть не пострадала, грубо говоря. И четвертая причина – деревня – это свежий воздух, это для меня в моем случае, а для кого-то, если вы вернетесь в район, то это родные и близкие. Поэтому, друзья, зрители нашего эфира, студенты аграрного университета, пока есть возможность, я вас призываю все же подумать над тем, где вы сейчас проходите практику. Конечно, лучше же ставить приоритет оплачиваемую практику, да, и пройти вот летом нормально, без суеты, хорошую практику. Потому что сейчас в городе, в столице, в Уфе нет никакой активности, все торговые центры, киношки, все закрылись. А когда вы приедете, кстати, в сентябре приедете, вам деньги нужны будут. Поэтому смело езжайте в село, зарабатывайте деньги у наших предприятиях. Здесь Айтуган, Барон, задавать вопросы можно, да. Айтуган, пожалуйста, жду от тебя вопрос.
Здесь вот вопрос есть. Ильнур, я еще хотела немножко карты раскрыть, наверное, да? Ильнур Да, уехал на практику в Стерлитамакский район, причем вот он не сказал, это одно из крупнейших предприятий Республики Башкортостан, холдинг имени Калинина, с огромным количеством, если мне память не изменяет, 50 тысяч гектаров, да, по-моему, Ильнур? да, территории Земельных у них банков представляет. огромные просто. Поэтому современная технология, современная техника, я думаю, что на таких предприятиях и вот как раз-таки можно остаться. Вопросы, вот я смотрю, вопросы задавать можно, и там вопрос был относительно, по-моему, перспектив развития АПК Да, через да, да, 10 лет, да? да, да. Ну, я немножко хотела сказать, вот в свете коронавируса, да, в условиях COVID-19, действительно, вот, Ильнур, я с тобой согласна в плане того, что сегодня в городе практически не работает абсолютно ничего, где ранее трудоустраивалась молодежь на лето, это парки, там развлечения различные, бары, там рестораны и тому подобное. Что касается нашей отрасли, то ни в первую, скажем, ограничительную компанию, ни во вторую АПК не попало, то есть это предприятия, которые не останавливают свою деятельность, соответственно, скажем, ну, каких-то трудностей по доставке материалов, запчастей практически не испытывали, потому что подготовка к весенне-полевым работам, она у нас начинается еще в феврале, там, с декабря даже месяца, это оформление льготных кредитов, это обеспечение семенами, если это завозные семена. Ограничительные меры на поставку племенного скота у нас тоже не введены, то есть они как у нас поставлялись, так поставляется племенной скот. По сути, мы та отрасль, которая на сегодняшний день, ну, скажем, практически она не пострадала. Тем более, что в свете тех направлений государственной поддержки, которые защищены бюджетом и сохраняются, отрасль продолжает работать. И вот за первый квартал 2020 года мы дали рост 5%. На сегодняшний день мы тенденцию роста как бы сохраняем. Что касается ближайших 10 лет, ну, я, наверное, еще считаю себя слишком молодой, если разрешите, да, чтобы какие-то прогнозы строить. Но на сегодняшний день, вот в свете прежних 10 лет, да, то есть понятно, что в АПК у нас, ну, я бы не сказала, что у нас кризисы есть, да, то есть есть периоды, когда действительно, как бы это банально ни звучало, мы зависим от природно-климатических условий, к сожалению, мы не Краснодарский край, не Ставрополье, но тем не менее на сегодняшний день в течение последних 10 лет, и я думаю, что в ближайшие 10 лет мы достаточно хорошие точки рэперные получили, мы сохраняем наши ведущие позиции по основным направлениям, это по молоку, по мясу, по гречихе мы занимаем второе место в Российской Федерации после Краснодарского края, это, наверное, тоже о чем-то говорит. Мы занимаем первое место в Российской Федерации по объему производства ржи, и буквально сегодня мы собирались и действительно вот как бы заложили, наверное, основные направления стратегического развития отрасли. И прежде всего, у нас есть рэперные точки, у нас есть возможности по развитию нашей перерабатывающей промышленности. То есть сегодня, по сути, наши аграрии научились выращивать, научились производить. Сегодня мы работаем с современной техникой, сегодня мы работаем с цифровыми технологиями, мы работаем с наукой. То есть мы сегодня научились получать и по 8, и по 12 литров молока. Да, мы сегодня и привесы по полтора килограмма суточные имеем. Сегодня, дальше следующая задача на ближайшие 10 лет – это стратегическое развитие нашей пищевой перерабатывающей промышленности. Прежде всего, это развитие мукомольного производства, это переработка и производство с нашей гречихи, упаковка уже нашей гречихи, это переработка гороха. Безусловно, ниша для нас в ближайшую десятилетку – это ниша детского питания, потому что у нас для этого продукции есть для этого наши возможности. Это у нас переработка и консервирование мясной продукции, ну и, соответственно, это у нас льняное и рапсовое масло. Вот основные направления, которые вот я считаю как бы стратегическими новыми. Спасибо, Леонид Ефимовна, за действительно такие очень интересные идеи и вообще за подсказку, в каком направлении нам двигаться. Вот здесь Айтуган Барон спрашивает. Айтуган, я вот просто скажу, он занимается кумысоделием в Абзидиловском районе, мой знакомый. У него есть там стадо своих коней и занимается кумысом. Вот он спрашивает, какие требования для предприятий, фермеру, чтобы принять студентов на практику. То есть, я как понимаю, Айтуган сейчас то есть, серьезно вырос, что уже готов принимать к себе на практику студентов.
Ну, спасибо за вопрос. Ну, здесь, наверное, я буду рассматривать уже как, не как студента, а как работодателя. Мгм. То есть в соответствии с Трудовым кодексом у него возникают все оттуда вытекающие обязанности. Это прежде всего обеспечение безопасности труда. Это нормальные условия проживания, условия работы. Ну и, соответственно, по возможности это, ну, скажем, выплата заработной платы или какие-то там компенсации, стимулирующие выплаты для студенты, которые проходят производственную практику. Единственное, что формирует университет, насколько я помню, это договор о прохождении практики с работодателем. Ну, соответственно, работодатель может принять его студента по трудовому договору, либо работать уже в рамках этого договора на производственную практику. Но еще раз хочу сказать, первое – это обязательно охрана труда, это нормальные условия проживания для студента и для отдыха. Это, наверное, самые важные такие моменты. Безусловно. Да, вот спрашивают, невозможно прочитать аккаунт, название человека. Вот есть ли в вашем агрохолдинге перспективы для IT-специалистов? О, интересный такой вопрос. Ну, наверное, в АПК. Ну, в Да, 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 агропромышленном да. комплексе, безусловно, перспективы есть. У нас сегодня, еще раз обозначу эти компании, которые сегодня работают на базе существующих цифровых решений, да, программных продуктов, и уже сегодня разрабатывают многие под себя эти программные продукты, в том числе и Минсельхоз сегодня ведет уже реализацию второго этапа информационно-аналитической системы, которая позволяет иметь полную картинку по сельскому хозяйству и планировать объемы производства. Но еще раз скажу, это Северная Нева, Башкирия, это у нас СПК «Красная Башкирия», Абзелиловский район, они работают с программными продуктами группы компаний «Лели». Это у нас «Нерал», который также сегодня формирует свои программные продукты по своим требованиям. Это у нас МТС «Центральная», которая работает с агросигналом. То есть все сегодня, ну, порядка 60% предприятий сегодня, я имею в виду из крупных, из средних и даже фермерских хозяйств, сегодня уже применяют IT-технологии. Востребованность огромная, большая, и в том числе это перерабатывающее производство. Например, Чешминский маслоэкстракционный завод, он сегодня говорит о том, что его, скажем, производственные процессы, они все автоматизированы, и вот этих ребят, которые обслуживают эти производственные процессы, приходится обучать в других регионах. Поэтому дефицит в IT-специалистов он огромный. И за это готовы платить сегодня. Вот я еще добавлю, сам вот как раз прохожу практику и являюсь оператором, так сказать, IT-продукта. В общем, у нас есть, стоит в этом хозяйстве фотосепаратор, который сортирует семена по цвету, то есть он падает, какое ненужное семено он просто выдувает, а то, что нужное, оставляет. То есть оборудование, которое стоит 15 миллионов рублей, мне приходится только подходить, следить за процессом очистки, и все это на экране. Мне остается только смотреть и вычислять вот эту частоту падения, ну, чтобы машина не перегрелась, ну и чтобы у нас в итоге семена вышли ну, хорошего качества. То есть, безусловно, перспективы для IT-специалистов, я считаю, есть, тем более многие процессы сейчас переводятся на автоматизацию. Здесь спрашивают, здравствуйте, есть ли перспективы Северная Нева для выпускника экономического факультета? Да. Безусловно, я еще раз Мгм. отмечу, да, по всем направлениям есть сегодня потребность, в том числе экономисты, причем те, которые также работают в современных системах цифровых, экономисты, которые умеют формировать уже технологические карты, исходя из того набора техники, который есть на предприятиях, экономисты, которые умеют знакомы с производственными планами, которые знают бизнес-планирование, управленческий учет. То есть потребность сегодня есть. Мгм. Вот здесь спрашивают, добрый день, допустим, что вот устроились на работу, получили поддержку. А что если данные предприятия закроются, банкротство, сокращение и так далее? У нас такие ситуации были, значит, эти ситуации мы берем на ручной контроль, соответственно, выпускника мы трудоустраиваем, ну, с его согласия в близлежащее предприятие или предлагаем другие предприятия, где сегодня есть потребность в этих специалистах. Но, как правило, если это закрывается по вине предприятия, то молодой специалист здесь не страдает. Мгм. Хорошо, вот
пишут еще вот просто комментарии, как я понял. Я заметил тенденцию развития медийной области АПК. Это хорошо, но нужно действовать основательно и точечно по районам. И не стоит забывать про ТР, ТС и систему ХАССП и вводить повсеместно, какие много Это незнакомых для меня слов. аббревиатура пищевиков, это стандарты ХАС, по которым работают Ага. предприятия у нас. Ну, коллеги, здесь в условиях ограниченности эфира, да, там я, наверное, не Да, смогу донести все особенности. То есть сегодня у нас с муниципалитетами выстроена интеграция и полное взаимодействие. То есть мы сегодня реально понимаем, какой муниципалитет какими ресурсами обладает, и в каком муниципалитете у нас сегодня есть, скажем, те или иные точки развития, начиная от тех же фермеров, заканчивая крупными перерабатывающими предприятиями. То есть, как скажем, мини-инвест-часы именно в сфере АПК, они регулярно. То есть у нас постоянно мы общаемся с фермерами именно здесь, мы постоянно выезжаем. То есть мы реально понимаем потенциал и тенденции развития каждого муниципального района. И, безусловно, это все учитывается при формировании направлений господдержки, при формировании стратегии развития отрасли. Вот пишет также, добавляет, систему наставничества нужно развивать, либо возобновлять, но не все компании готовы закрывать такие позиции. Но, да. Абсолютно согласна с комментариями вот с этими. Буквально вот в поездке в Милюзовский район мы поднимали систему вопрос наставничества. Птицеводческий комплекс Урала, там произошла смена руководства, и как раз вот инициировали возрождение этого института наставничества, потому что действительно он, скажем, ну, в прошествии, я не знаю, может быть, времени, каких-то определенных обстоятельств, к сожалению, этот институт у нас не столь активно возрождается, но у нас сегодня на крупных компаниях действительно есть реальные наставники, которые закреплены за молодыми специалистами. В нашем случае сегодня, да, безусловно, как говорят работодатели, дайте мне готового специалиста, у меня нет времени его обучать. Сегодня наша задача, вот как мы в министерстве, мы видим себя, переубедить, наверное, да, найти механизмы того, чтобы именно работодатель зашел в образовательный процесс, именно работодатель сказал, давайте я сделаю у вас учебный класс, и я буду учить вас по тем технологиям, которые нам нужны. Вот это вот сегодня у нас это осуществляется в ручном режиме, и тогда, когда это получается, конечно, я не могу сказать, что у нас сейчас это все повсеместно, мы только это начали делать. Когда такие проекты выстреливают, конечно, это очень дорого стоит. У нас есть такие ответственные, скажем, работодатели, которые работают с Аксеновским колледжем, это у нас и Аграрный университет, безусловно, да, это сегодня у нас начинает и Милюзовский колледж, Белебеевский колледж. Вот там есть развитие, и там студенты уже, скажем так, более подготовленные к производству. Да, вот действительно, вот система наставничества очень актуальна. Вот вклад именно в нас, как и в молодых ребят, в молодых специалистов, это, мне кажется, один из лучших инвестиций, так сказать. Вот все же вот есть такая иногда вот проблема, почему вот наставничество важно. Вот когда человек заканчивает университет, неважно, или колледж, а приезжает в хозяйстве, абсолютно ситуация другая, и возникает вопрос, и чему тебя учили в университете или в колледже и так далее. Но мне кажется, вот как раз-таки система наставничества, она вот решит вот эту проблему. Алсу Кабирова задает вопрос, Безусловно, если... наставничество и практика, только практика на Да, предприятии. То есть не надо бояться ехать, не надо бояться задавать вопросов. Наши аграрии, они всегда откликаются. Основная масса аграриев, они у нас социально ориентированы, социально ответственны. Поэтому, если хотите быть специалистом, обязательно нужно попробовать все это. Леонид Ефимовна, вот давайте еще раз коснемся вот сферы образования. Вот спрашивают Алсу, есть ли возможность получить целевой грант от Республики Башкортостан на обучение в магистратуре в ведущем вузе России по специальности, связанной с сельским хозяйством? Окончила БГАУ. Я как понимаю, может ли она, допустим, за счет гранта от республики, например, получить образование в Сколково? Почему бы и нет?
Есть ли такая Почему возможность? бы нет, да. У нас есть, кстати, вот Ильнур на обратной связи, я думаю, что он в этом случае подскажет. Но, коллеги, я немножко хочу, наверное, нужно было сразу мне сказать, система образования сегодня, к счастью, я не знаю, но мне, к сожалению, наверное, не в плане того, что она плохо управляемая. То есть мы, как Минсельхоз, мы курируем развитие и отвечаем за госуправление отраслью агропромышленного комплекса. Система образования сегодня, это среднее звено, оно у нас подчиняется, как скажем, регулируется Министерством образования Республики Башкортостан, соответственно, Аграрный университет, это у нас Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Минобр Российской Федерации. То есть это немножко, так скажем, разграничение по подведомственности делаю. Что касается целевых мест, у нас ежегодно приходит, нам дается квота из Тимирязевской сельхозакадемии на обучение на целевые места. То есть, соответственно, по заявкам муниципалитетов мы эти целевые места отрабатываем. Что касается грантов, ну, насколько я знаю, по-моему, целевых грантов от РБ у нас нет, Эльнур. Если я не права, ты меня поправь. Нет, я тоже Обучение в вроде изучал, Сколково, то есть на не обучение... находил. Нет. Есть? Не находила, вот я Нет, тоже не нету. встречалась, да, то есть мы взаимодействуем в том числе по системе грантов. Ну, как физлицо, это вполне можно заявиться, потому что в Сколково сегодня очень много различных проектов, программ, в том числе и стартаповские программы. Поэтому я думаю, что как физлицо есть такая возможность. Но конкретно от Минсельхоза у нас таких грантов нету, потому что в свете того, что у нас нет и таких полномочий, по сути. Но я думаю, что это одно из направлений, где нам надо было бы подумать. Ляля Рифмеровна, вот уже я здесь засекал время, ровно 55 минут мы с вами ведем, так сказать, общение. Возможно, ну, для меня время просто пролетело, так можно сказать. И чтобы у нас вдруг случайно не прервалось, вот просто я один момент хотел все же использовать, пока есть возможность такая. Вот хотел бы к вам обратиться от имени студенческого сообщества, вот, аграрного университета и колледжей, соответственно, нашей республики, призвать все же наших работодателей, агропредприятий обеспечить нашим практикантам действительно официальное трудоустройство и обязательную заработную плату. Причем, если есть возможность, простите сразу за мою наглость, возможно, в повышенном размере, отмечу, я надеюсь, что вот данные меры как раз-таки вот в этом, в непростом ситуации, они помогут поднять авторитет сельского хозяйства перед глазами современных студентов. Что вы думаете по этому поводу? Безусловно, согласна с вами. И на сегодняшний день у меня будет, соответственно, ответная просьба. То есть ребята, которые сегодня находятся на практике, мы на следующей неделе тоже будем выезжать, мониторить как бы условия прохождения практики вообще. Не самих студентов проверять, а как раз-таки смотреть, кто у нас из работодателей социально ответственный, да, кто заинтересован работать со студентами, с молодежью, кто готов работать на формате наставничества и, соответственно, уже продумывать, как стимулировать данные предприятия. Если есть какие-то факты, скажем, создания неудовлетворительных условий прохождения практики, да, обидели вас, я не знаю, там что-то не обеспечивают те требования, которые обещали, пожалуйста, вот есть телефон, есть наш молодежный министр, можно через тебя, Ильнур, наверное, да, Да. Такие сигналы, пожалуйста, дайте знать, можно в отдел, начальник отдела Пресняков Константин Викторович, мы эти все моменты будем отрабатывать. Друзья, вот спасибо, вот уже 57 минут, вот в любое время можем мы прерваться, поэтому давайте мы заранее поблагодарим Лялю Рифмировну за то, что нашли время и уделили нам, молодежи, внимание за такую за столь обширную информацию, за возможности. Спасибо, Ляля Рифмеровна. Вот, чтобы потом не было, вот, возможно, прервемся, и на этом, я думаю, завершим наш прямой эфир. Вот один все же вопрос остается, не хочу пропустить в момент. Добрый день, открываю гусиную ферму. Какие поддержки есть со стороны АМСХ РБ? Но мне кажется, вот надо было подаваться на агростартап. Совершенно верно. Это агростартап «Начинающий фермер». Если вы будете уже зарегистрированы как сельхозтоваропроизводитель, соответственно, это уже приобретение плем яйца, это приобретение плем поголовья, это тоже направление уже субсидируется как фермерские, как получатель господдержки и сельхозтоваропроизводитель. То есть здесь смотреть нужно индивидуальный случай. Большое спасибо. Вот я боюсь, сейчас мы просто прервемся.
Еще раз спасибо большое. Я вот намереваюсь уже завершить эфир, потому что было бы как-то вот некрасиво вот в полусловие, если мы это все завершим, прервемся. Спасибо большое, Лярия Фмировна. Хотим пожелать вам Спасибо вам. успехов у вас на работе, а нашим студентам достойной, хорошей практики. Друзья, спасибо вам, что присутствовали в прямом эфире. Я завершаю прямой эфир. Всем пока. Сохраняйте и Спасибо передавайте. большое. До встречи. До встречи.